Скажите вы, наверное, замечали сред уличной текучей тесноты, отмеченные глубиной печали, людские лица скорбной красоты. Скажите, вам, наверное, хотелось решиться и прохожего догнать, призвать на выручку всю вашу смелость и отчего печально узнать. Мне скажут и умно, и благочинно, чужое горе ворошить к чему, пусть даже вы узнаете причину, помочь ничем не сможете ему. Все так, я с ними соглашусь, не споря, от горя ни пилюль, ни капель нет. Но если я помочь бессилен в горе, какой же к черту я тогда поэт? Каждый раз, когда у памятника великому Махтум-Кули жители столицы собираются на традиционный праздник поэзии, они с нетерпением ждут выступления Керима Курбан-Непесова, его, народного поэта Туркмении, лауреата Государственной премии имени Махтум-Кули, депутата Верховного Совета ТССР, в народе называют Шахиром. И это звание выше всех наград, потому что Шахиром становится тот поэт, который живет в нерасторжимой связи с народом и в своем творчестве выражает душу народа. Об этом говорят его широко известные книги «Дед Таймас», «Отец и сын», «Когда бы 3 жизни», «Состязание», «Ради доброты». Лихим жигитом был мой старший брат, но смерть его настигла на чужбине. Он мог бы стать отцом 8 ребят, но он ушел, и нет его долин. Так сотни старших братьев и отцов на родину с войны не возвратились, и сотни черноглазых сорванцов в селениях печальных не родились. Сегодня вспоминаю я о них, желанных, не родившихся, далеких. О них скорбит и думает мой стих. Мне слышен отзвук их имен простых в сердцах и душах женщин одиноких. Человеку дается одна только мать, так люби ее вечно любовью святой. Если матери цену начнешь забывать, посоветуйся с теми, кто рос сиротой. Человеку дается одна только жизнь. Труд твой лучший учитель и друг, и судья. Если труд тебе тошен, то сам разберись, человек ты или скот, поглядев на себе. Человеку дается одна голова, и во многом она разберется сама. Головою своею подумай сперва, не живи подаянием чужого ума. Обладать секретами самовыражения — высший дар жизни. Это знает сам поэт.
Это знают почитатели его таланта, для которых получение авторского автографа — счастье. Дороги поэта — длинные дороги, но куда бы они ни уводили его, здесь их начало, здесь их конец. Родной аул. Они помнят его мальчишкой, сторожем на бахче, помнят его стихи, выцарапанные гвоздем на глиняных табличках. Они — его первые читатели. Здесь его сравнивают с чинарой. Чем шире распускает свои ветви, тем крепче и глубже корни. Дайте ему пустыни, дайте седые горы, даль океана дайте, дайте небес простор. Должен он быть ученым, пахарем и рабочим, должен он быть солдатом и рыбаком и зодчим. Нужно, чтоб был он сразу юношей благородным и умудренным жизнью старцем седобородим. Нужно, чтоб совершенство юность достичь пыталась, нужно, чтоб совершенство с юностью побраталось. Вот что поэту нужно.